Мой путь на Якшу не скажу, что был тяжел. Сначала по асфальту, потом по сырой грунтовке. Ну, впрочем, мы люди, уже привыкшие к таким дорогам. Из Сыктывкара я выехал в 12 часов, где-то к 10 вечера был уже в Якше. В общем, ребята, в селе Якша очень чисто. На самом деле, это правда так. Вот мусоры. Сейчас приедет мусоровоз, он заберет эти мусоры и увезет. Поэтому в селе всегда чисто. У вас не мусорят, да? Я не знаю вокруг, а здесь все время чисто. Поселок Якша стоит на обоих берегах реки Печора. С 16 века тут шел торговый путь с Камой. Якшинская пристань стала центральным местом торговли, где располагались склады чердынских купцов. Друзья, в прошлых столетиях были торговые обороты между реками Кама и Печорой. Вот, например, таблица, сделанная в 1897 году. Из Чердыни, что находится в Пермском крае, на Печору была доставлена ржаная мука до 6400 тонн, соль до 800 тонн, а из Печоры в Чердынь доставляли 1 920 000 килограммов сигов, 240 тонн семги, 96 тонн икра сиговая доставлялась из Печоры в Чердынь. Тут купцы проводили несколько дней, устраивали ярмарки, продавали, обменивали свои товары. Чтобы сохранить историческую память, сегодня в Якше проводится тоже ярмарка, где местные мастера продают свои изделия, и пирожки, молоко. Это ваше рукоделие? Да. А давно уже занимаетесь? Ну, не знаю, мне кажется, всю жизнь. Потихоньку. А что представлено? Ну, сумочки из джинсы, прихваточки, такие тоже джинсовые, вот, салфеточка вот из лоскутков, совсем чай. А это подушечки из сена. Так, у меня представлено, значит, творог домашний, сметана, это катык. Это катык, это как йогурт домашний. Вот, значит, брынза, пирожки и молоко. А сколько у вас коров? 2 коровы. Ярмарка показала, что в Якше живут удивительные люди, не так уж мало мастеров там. А я хочу вас познакомить еще с одним сенсеем, Михаил Васильевич Пашин. И бывает некоторое вдохновение такое. Думаю, что он тут валяется? Смотри, это вообще-то первый раз у меня такая бестия. Первый раз что? Бестия, то есть, ну, в смысле, такой цвет и такая расцветка, это первый раз у меня такая. В Якше живут 2 мастера, которые занимаются капом и сувелью. Делают из капа такие классные изделия. Вот эпоксидкой еще покрыты трещины. Таких мастеров по всей республике Коми единицы. Очень здорово, что в Якше, именно в Якше, вы есть. Спасибо большое. Как давно вы уже занимаетесь вот этим? Лет 5. 5? Да больше, наверное. Не, у меня с 18-го года. А у вас есть? У меня сзади, у меня некоторые же написано это самое где-то. Это Олеся, все, давай. Я вот некоторый раз подписываю просто так, а некоторый раз лень, просто некоторые раз свою фамилию, имя, отчество. Она мне сейчас такие, говорит, делай. А некоторые я вообще не делаю ничего. Потому что некоторые покупатели, они говорят, нафиг мне твоя фамилия там и так далее. А как у вас есть наставник, учитель, или вы сами научились? Да это самоучка просто. У меня наставник вот. Единственное, что я тебе показал, просто пилой взял и все, а остальное это потом ты... Вот, дорогие друзья, мы находимся в музее Печора-Явыльского заповедника. Тут висят черепы лосей. Да, вот, например, череп, когда после сброса рогов был занесен грибок. Вот произошла мутация, допустим, на черепе, и бычьи рога начали расти у лося, представляете? В музее есть 2 отдела, один посвящен истории Печора-Явыльского заповедника, а другой флоре и фауне. Тем, кто обитает и живет, дышит воздухом Печора-Явыльского заповедника. Вы уже давно тут работаете?
Нет, буквально пару месяцев. То есть вы за пару месяцев выучили всю информацию про Печорно-Явойский заповедник? Но оно просто на самом деле еще с детства эти интересы были, и с этими интересами я как бы уже пришел и здесь обогащал, дополнял свои знания. Да, интересовался, как бы, я многими заповедниками интересовался, но здесь мне более подошло по именно климатически, то есть достаточно более мягче, нежели в других заповедниках. И эта европейская часть, это было ближе ко мне, как бы, А где ваша родина? ближе к Воронежу. Существует множество версий значения топонима Якша. Одни говорят, что так называли болотную грязь. Другие ссылаются на слова разных народов с похожим корнем. Факт в том, что большинство топонимов все происходит либо от реки, либо от имени основателя. Не исключено, что слово Якша происходит от имени Яков. Друзья, это традиционная лодка коми-охотников и рыбаков. Именно этой лодке примерно 20-30 лет. А так, на подобных лодках ездили 200-100 лет назад наши предки, прадедушки. В современном мире такие лодки тоже производят. Есть мастера, которые делают из дерева, есть мастера, которые умеют делать из ПНД. Это пластиковые лодки, они более прочные и долговечные. В поселке Якша есть несколько смотровых площадок. Вот такие красивые виды открываются на реку Печора, на лес и на другой берег, где тоже поселок Якша продолжается. Вот на этом месте часто отдыхает молодежь. Я вам скажу, она очень чисто отдыхает. Вот не найдешь ничего такого. Вот один окурок только лежит и все. Ребята, вы молодцы. Живите чисто, экологично. Тут обрыв такой. Ух, я бы сюда так, спрыгнул бы, но не буду. Жаль себя. Гуляя по Якше, видишь не только красоту, но и есть один квартал, допустим, разрушенных домов, сараев. Во всех селах такое есть, это можно сказать нормально. Вот панельные дома из остатков совдеповской панели, двухэтажки. Кстати, мы увидели объявление, где продавалась квартира в Якше, двухкомнатная квартира. Вот одном из таких домов. Центр села, на правую руку администрация города Якша. Вот она такой корабельной формы. Вот школа какая, огромная школа в Якше. Идем по висячему мосту. О, пупеть! Он так качается. О, и так красиво на самом деле смотреть вниз. Мы находимся практически посередине вот высоких деревьев. Под нами метров 10. Чей-то свадебный замок на мосту. Проходите водку. Оп, сразу плащ. Это Печора. Вот смотрите, друзья, прилипли остатки травы к деревьям, и они доходят вот до сюда примерно, вот последний остаток травы. Получается, вода в половодье достигала до такого уровня. Вода еще большеватая, еще не упала. Хотя в это время обычно уже падает вода. Становится летней. А вот и знакомьтесь с виновником моей поездки. Виновником, говорю в шутку, это Артем Уланов. Он написал мне в группу в сообщениях, чтобы я приехал в Якшу, заценил его туристический комплекс. Он построил отдельный дом для туристов, выполненный из бруса. Очень было приятно просыпаться. Запах древесины, он какой-то такой особенный, когда даже просыпаешься, ты как будто с лесом сближаешься. А вот покрывало какое красивое, да? Специально тематически выполнено с лосями. Наверное, лосифермой в большинстве случаев и известна Якша. Че, господи, он меня поцеловал, ты видел? А вы ложки. Он ее ест. Ты сейчас будешь чисто. Вечером Артем нас покормил вкусной ухой.
как вообще идея пришла вот, заниматься туризмом? Да как-то само собой все произошло. Мы просто в этой сфере работали. Супруга с туристами работала часто. На заповеднике работала в музее. Я инспектором работал, тоже с туристами связывался. А вы ведете социальные сети еще же однажды и в Якше? Да, однажды в Якше у меня группа ВКонтакте есть. Ну, так пока развиваем ее. Подписчиков еще не особо много, но уже есть. Как-то приносит вам клиентов и туристов? Ну да. Обычно оттуда и приходят, да? Ну, с Авито, на Авито у меня объявления висят тоже. Вот, ну и с контакта тоже, да. Друзья, что такое романтика? Я думаю, романтика — это следующий видеоряд. Друзья, вот и подходит к концу второй выпуск проекта Руслана Магомедова «Территория Коми». Ждем ваши предложения в комментариях. Очень приятно, когда вы нас приглашаете в свое родное село. Пока!